Есть персональные санкции, к которым я имею некоторое отношение, сейчас я об этом расскажу, которые очень пугают и русский рейх, как вы говорите, и его фюрера. И закон об этих санкциях принят был более 3 лет назад, 2 августа 2017 года. Это первый год президентства Трампа. Несмотря на противодействие Трампа, почти единогласно республиканцы и демократы приняли закон о санкциях против стран, ведущих агрессию против Соединенных Штатов. Имелось в виду тогда Россия, Иран и Северная Корея. В частности, что касается России, одним из первых пунктов было арест, замораживание счетов олигархов и чиновников, близких к Путину. И особым пунктом требовалось Министерство финансов обязано было в течение 90 дней представить вот этот список этих людей Конгрессу и общественности. 90 дней истекали 30 января 2017 года. И я помню, как ожидала вся Москва этого списка, который оказался, как назвали, такой телефонной книгой, списком высших со Старой площади и Кремля. Но важно другое. Конгресс после принятия этого закона запретил сам авторитетный think tank в Вашингтоне Atlantic Council ставить свои рекомендации по имплементации. Atlantic Council создал такую рабочую группу, в ней участвовало 4 человека. Это, во-первых, Дэниел Фрид, бывший там государственный секретарь, который много лет был ответственным в Госдепартаменте за санкции. Человек, очень четко понимающий путинскую систему, ее уязвимые места. Артур Асланд, который известен у вас. И 2 российских, Ларионов, наш покорный Султан. Мы составили там рекомендации. И вот одну из фраз, которую я написал собственной рукой, надеюсь, быть потом написано в качестве эпитафии на каком-нибудь монументе на моей могиле. Она звучала, я буду на русский, что активы этих людей должны быть заморожены, арестованы и в соответствующем судебном порядке переданы законному владельцу, первому посткриминальному правительству России. Это была официальная рекомендация Атлантика. Но у первого посткриминального правительства России большие возможности распорядиться этими деньгами. Андрей, Например, Андрей, вы все-таки не ответили на мой вопрос. Санкции могут быть не персональными, а против экономики России, против чего? Или пока не уточняется это? Так я веду вас к тому, какие санкции, на мой взгляд, являются единственные, которые являются болезненными для, еще раз повторю вашу формулировку, я не буду ее оспаривать, русского рейха. Так вот, об этих активах. За эти 4 месяца, пока ждали списка, они были оценены самой авторитетной американской экономическим институтом, American Economic Institute. Это примерно 1 триллион долларов, точнее там 1,3 триллиона. Но неплохо, долларов. неплохо. Да.